Всем привет, меня зовут Камиль. Меня зовут Рустам. А я Лиана. Мы хотели рассказать вам о клубе Татар Мафии, который существует в Москве уже больше 7 лет, в котором несколько сотен участников, и который проводит игры в мафию каждую неделю на протяжении всего этого времени, в одно и то же время, по четвергам. А мы собираемся еженедельно, играем допоздна в мафию, то есть мы играем, наверное, почти до часу ночи каждую неделю, потом едем домой, весело, все вместе. И по дороге обсуждаем, как прошли игры. У нас очень дружелюбная атмосфера, игры проходят интересно, с большим азартом со стороны игроков. И атмосфера очень дружелюбная, то есть все ребята, которые ходят уже довольно много лет. Ну, Камиль сторожил, просто с самого начала мафии играет в игры. Ну, почти с самого начала. Уже играли ребята, может, пару месяцев, я потом уже присоединился впоследствии, когда уже играли в штабе татар. То есть мы сначала начинали в штабе татар, потом уже переместились плавно в антикафе на Маяковской. Там играли, наверное, уже лет до года 3. Потом наступила пандемия, и потом мы уже после пандемии переехали на метро Алексеевская. И там уже играем регулярно, постоянно, весело, позитивно. В татарской мафии оказался с 2020 года, наверное, 5 лет назад. Такая очень хорошая тусовка. Изначально в штабе Руслан Курмакаев, по-моему, начал его как бы продвигать, эту идею большей частью. И начал собирать потихоньку. Сначала 12 человек собиралось примерно, потом уже по 100 человек собирались. Это хорошая игра для развития коммуникации. Там и думать нужно довольно-таки хорошо. Общаться, выяснять, стратегии какие-то разрабатывать. Но в то же время лично для меня это такое пространство для того, чтобы общаться с людьми как общее хобби, которое сплачивает, позволяет в дальнейшем расширять репертуар хобби. Мы с этой тусовкой мафиозной, так скажем, татарской мафии на лошадях когда-то выезжали. То у меня вот с этой тусовки как раз много друзей, с которыми мы на Камчатку ездили, на Алтай ездили. Все татары. И это благодаря татарской мафии как раз это сообщество образовалось, и оно ценное, особенно для тех, ну, лично для меня, потому что я приехал один сюда, у меня тут ни родных, никого, и татарский движ стал моей семьей в какой-то степени. И большая часть моих друзей в Москве — это татары. И очень приятно осознавать то, что когда я выезжаю куда-то путешествовать, там 10 человек и 9 татар. Ну, это все благодаря татарской мафии и штабу татар. С радостью ожидаем новых участников. Приходите на наши игры. Всему научим. Все и правила, и помощники у вас будут. Можно не бояться. Можно не бояться того, что не умеете играть. За несколько игр вас и поднатаскают, и сами научитесь. И мы надеемся и ждем, что вы станете постоянными членами нашего клуба. И тоже будете вместе с нами постоянно приходить на игры. И выигрывать, побеждать, зарабатывать очки, медали и расти в рейтинге. И находить мафию. Нас можно найти через общество штаба татар. Там есть ссылка на нашу отдельную группу. У нас есть отдельная группа в Телеграме, там, где мы пишем регулярно день и время сборов наших игр. И пишем как бы список желающих собраться. Если затруднитесь, всегда можно написать Гульнаре, она вас сориентирует. Также в чате есть правила игры, видео игр, которые можно посмотреть, зарядиться, посмеяться. Очень много веселых ситуаций бывает. Разбор игры — это, наверное, самое интересное после игры, чтобы какие-то свои личные ошибки просмотреть и в будущем уже их не совершать. Что еще? Обсуждение. Обсуждение в чате есть. У нас весело, приходите. Пока ждем игру, можем просто пообщаться, попить чай с печеньками, обсудить какие-то свои личные проблемы, там, не знаю, там какие-то интересные новости, московские или там российские. Возможно, там собираются ребята, пока обсуждают, там совместное проведение отпусков, там каких-то каникул, зимних и летних выездов за пределы Москвы и тому подобное. Ну и по истечении 3 сезонов проводятся финалы одного сезона.
проводятся финалы, суперфиналы, тоже все очень весело. Если эти финалы, насколько я знаю, летом, то... Не, обычно проводится Ну, по окончании сезона. По окончании, ну, если это Сезон- теплое время сезон, года, да, может выезды, длиться- то выезды могут быть Да, да. с ребятами. Вот, Да, также бывает, всё мы очень снимаем весело. загородный дом, и там играем тоже мафию. Такое тоже бывает. Так что мафия – это вполне себе рабочий способ плотно влиться в татарскую тусовку, в татарское комьюнити в Москве. Да. Приходите, получите массу впечатлений и новых знакомств. Мы вас всех ждем.